Когда я был неверующим, пришел в церковь и уверовал, я вообще не понимал, что такое цели. Когда я начал изучать эту тему, мне служитель объяснил, что нельзя жить бесцельным образом жизни, то есть надо ставить цели, иметь цели. Разбирая какие-то вещи, что у каждого человека есть свои какие-то цели, свои какие-то желания, есть какая-то мечта, к чему он стремится, к чему идет. Но я понимаю одно, что есть основная цель — это Бога на вашу жизнь, на каждого из вас. И давайте откроем местописание одно. 2 Тимофея, 1 глава, 9 стих. Тут Павел пишет Тимофею, говорит: «Бог спас нас и призвал нас своим святым призывом, не по нашим заслугам, но для исполнения своей цели и по своей благодати, данной нам через Иисуса Христа еще до начала времен». Но знаете, тут ключевое слово, что еще «но для исполнения своей цели и по своей благодати». И мы должны понимать, что фактически либо мы являемся той целью, потому что Бог спас нас, и через нас Он хочет исполнить свою цель на этой земле. Как Он совершал через апостолов, как Он совершал через апостола Павла. 1 Коринфянам, 1 глава, 10 стих. «Я умоляю вас, братья, во имя нашего Господа Иисуса Христа, быть в согласии друг с другом. Пусть между вами не будет разделений, но будьте едины в мыслях и в целях». То есть я понимаю, что определенная цель имела церковь, то, к чему они стремились, и Он призывает, чтобы вы не были в каких-то в разногласиях, не разделялись, но время, когда нужно собраться, время, когда нужно объединиться, время, когда нужно направиться на те цели, которые сегодня имеет эта церковь. Я понимаю, что Бог вкладывает определенные цели, то, к чему сегодня церковь стремится, то, к чему сегодня церковь хочет видеть в своей жизни. Мы все имеем свои цели. Я имею огромные цели. У меня огромные цели в бизнесе, огромные цели в семье, свои личные какие-то желания. То есть я имею, но я понимаю, что помимо всех этих вещей есть цель моей семьи духовной, церковной цели. И я знаю, что есть эта Божья цель, которую Он открывает сегодня для нас. И нам хотелось бы, чтобы мы сегодня не потерялись из-за наших целей, не потеряли Божьей цели. Я размышляю, чего достиг, каким целям я пришел, каким нет. И я смотрю, что не все каких-то своих именно целей я хотел и, может быть, достиг, но это меня не расстраивает. Знаете почему? Потому что я понимаю, что не для этих главных вещей я живу, но есть основная цель, что я сегодня призван Богом находиться здесь, что Бог призвал меня здесь служить Ему, что я здесь не просто живу ради работы, не просто живу ради семьи, хотя это очень важные вещи, но я прежде всего здесь, потому что Бог меня призвал. Здесь, потому что я поклоняюсь Ему и служу Ему. Здесь, потому что я задействован в служении, в целях церкви, и я стараюсь максимально все, что есть, имея участвовать и прилагать усилия для того, чтобы достигать этих целей. Многие там могут в интернете показывать, что купил iPhone 15, что обменял. И это действительно какой-то показатель успеха у людей. Если ты смог приобрести iPhone 15, значит, что чего-то ты достиг, каких-то денег ты смог заработать. Но, знаете, я размышляю над этими вещами и понимаю, да, может быть, я хотел, к примеру, iPhone 15, но я не получил, но это меня не расстраивает. Потому что я понимаю, что не для этих вещей я живу. И я рад, что размышляю, что этот год я мог максимально служить Ему. Поэтому ты понимаешь, что, да, может быть, какие-то свои цели ты не достигал, но Божьей цели ты в этом двигался и в этом совершал, и это действительно значимо. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16 стих. «Разве вы не знаете, что вы вместе храм Божий, и что в вас живет Дух Божий?» Знаете, удивительные такие слова, что тут говорится о том, что мы являемся храмом Божьим, да? И что в нас живет Дух Божий. Когда Соломон построил храм, то есть он обитал там. Но когда Соломон отошел от Бога, и народ тоже начал отходить от Бога, начали поклоняться другим идолам, то есть мы видим, что в строительство храма было заложено очень большие
были заложены большие средства, большие деньги. Он был построен из драгоценных камней и материалов. И он четко описывал Соломону, что ему нужно сделать, как ему нужно было сделать. То есть это было значимо для Бога. Но когда народ Божий начал уходить, мы знаем, что впоследствии этот храм был разрушен. То есть Богу не нужно было, если народ его не любит, если народ ему не поклоняется, если народ ему не служит. И мы потом читаем, что в Коринфянам, в Новом Завете, Иисус говорит, что сегодня Он называет церковью, называет храмом Божьим всех нас. Второе послание Коринфянам 6:16. «Ведь мы храм живого Бога, так как Бог сказал от нас: «Я вселюсь в них и буду ходить среди них. Я буду их Богом, а они будут моим народом». И тут как раз вот говорится о том, что Бог, что я вселюсь в них, я буду среди них, я буду ходить с ними. Сегодня мы понимаем, что когда мы смотрим на церковь, когда Павел пишет послание Коринфянам, Фессалоникийцам, Ефесянам, он не пишет какому-то зданию это письмо, он пишет народу, он пишет людям, и он называет, что вы церковь живого Бога. Вы то место, куда приходит Бог и посещает. Мы не имеем свое собственное здание, и мы не меньше являемся Его церковью, потому что церковь — это не стены, не потолок. Церковь — это все мы. И Бог хочет сегодня жить среди нас. Мы понимаем, что в 1 Коринфянам, в 3 главе, там как раз описывается, что вы, когда собираетесь вместе, вы есть храм живого Бога. Вот мы сегодня, в воскресенье, на собрании или различные другие собрания в домашних группах, когда мы собираемся вместе, Бог называет: вы сегодня являетесь моей церковью. Вы являетесь храмом, где я живу и обитаю. Поэтому ты должен понимать, что Бог живет внутри тебя. Но это такой вопрос больше к себе. А действительно ли Бог живет во мне? И сколько я позволяю, даю место Богу внутри себя? И когда мы приходим сюда, мы приносим частичку Божьего присутствия на это место. Или задаемся тоже вопросом, что я приношу, когда мы собираемся на собрании, какую атмосферу я могу принести, что я приношу на это собрание. Если мы в течение недели имеем жизнь с Богом, наполняемся, мы приходим, мы собираемся. Или я в течение недели не читал, не молился и жил в каких-то грехах, что я принесу, соответственно, на собрание, что я принесу в церковь, какую атмосферу, какое внутреннее свое духовное состояние я тогда приношу. И я бы хотел, чтобы вот на этих местописаниях мы делали акцент на том, чтобы мы научились созидать тело, созидать себя, свой характер, созидать свой храм, делать все так, чтобы было приятно Богу жить внутри нас. И второй момент, чтобы мы научились созидать тело Христово. Это две основные цели. То, что я понимаю, что я ставлю какие-то цели в бизнесе, в работе, ставлю цели в семье. Это классные цели, но я понимаю, основная цель — это то, к чему Бог сегодня призывает. Он призывает меня на том, чтобы я созидал тело Христово, созидал церковь. Я сегодня молился, читал местописание, размышлял об этой проповеди. Бог мне проговорил в мое сердце, и я хотел бы поделиться этими вещами, что в последнее время Бог будет поднимать авторитет церкви. Он будет поднимать значимость церкви и понимание. Мы не будем тихой церковью, но будем церковью, которая может в хорошем смысле кричать, вопить Богу, приносить свои молитвы, поклоняться Ему и прославлять Его. И я понимаю, что сегодня Бог, Он не видит какую-то забитую церковь. Может быть, в какое-то время она понесла какое-то поношение, урон, но сегодня Он хочет восстановить свою церковь, сделать той, которую Он видит, не той, которую люди привыкли ее видеть, на нее смотреть, но Он поднимет ее славу и поднимет значимость. И церковь — это то место, где она будет производить большое влияние
на все регионы, на всю землю. Я понимаю, что нам нужно как церкви еще больше усилиться в этом направлении. Классно иметь определенные цели, но хотелось бы сегодня, чтобы мы как церковь нацелились на разные вещи, которые связаны на том, чтобы созидать Церковь Божия, тело Христово. Вы все наделены разными талантами, дарами. И печально было видеть за последние, я не знаю, сколько я здесь живу лет, наверное, 17 лет. Печально было видеть за это время, когда уезжали, действительно, ты в них видел божественное призвание Божье, чтобы они здесь жили, служили своему народу. Но, к сожалению, они избрали благо этого мира и уехали. Давайте прочитаем хорошее место Писания. 2 Тимофея, 4 глава, 9-10 стих. «Постарайся прийти ко мне поскорее, потому что Димас оставил меня. Он предпочел благо этого мира и ушел в Фессалонику». Вот здесь мы остановимся. Вы однозначно читали, вы слышали об этом человеке Божьем, Димас, который был какое-то время с Богом, был с Павлом, с Богом, служил. Но тут апостол Павел говорит, что ему необходима помощь, так как тот человек, который был с ним, который подключился в Божье дело, но он оставил, потому что там написано, что он ушел в Фессалонику. Знаете, я просто вбил Фессалоника, что за город. Почему-то мне больше казалось, это где-то в Турции. Но это Греция. И там описывается, что это чуть ли не второй город по величине и по экономическим показателям. То есть это процветающий город. И мы знаем, что в те времена Греция это была империей. Греция была, скажем, цивилизацией, и Греция была экономически сильной, и у нее была мощная армия. То есть мы понимаем, что он ушел в какой-то процветающий город. Он предпочел спокойную жизнь, что он предпочел какие-то земные блага, работа, то есть финансовый какой-то успех. Потерял ту цель основную, которую он был по-настоящему Богом призван. Печально было слышать разных людей. Мой личный служитель в свое время он служил мне, и я удивлялся, как он мог служить, как он двигается в дарах. Но печально было какой-то момент, он просто решил, говорит, я не вижу никакого будущего для себя в Кыргызстане, экономического или еще что-то. И уехал в Канаду, и живет там. И разных людей, которые рядом, может быть, как сослуживцы, они служили, двигались, служили молодежи. Молодежь их слушала, и они уехали. И потом ты слышишь, да, они, может быть, живут в каком-то прекрасном городе, где лучшие дороги, да, может быть, они работают и зарабатывают, к примеру, лучше, чем здесь. Но я понимаю, что они потеряли главное. Главное то, к чему Бог по-настоящему их призвал. Влияние касалось только на их семью, на их жизнь. Но Бог призывал их намного больше, что они будут влиять на людей, на народы, влиять на регионы и на весь мир. Эти люди почему-то предпочли эти блага. И знаете, я к чему говорю, что это каждого будет касаться, и меня это касалось. Я помню, когда я только уверовал, я понимал, что мне нужно акцентироваться на Боге и идти за Ним. И в какой-то момент был призыв от моего служителя, говорит, есть церковь в Ленинском селе, говорит, там есть молодежь и подростки, и там нужен служитель, который бы приезжал и служил им. И я помню, это просто упало в мое сердце. И у меня тогда не было машины. Я помню, с пересадками ездил в Ленинское село, встречался с молодежью, проводил время, служил им. Но при этом я размышляю, понимаю, если я хочу какого-то финансового процветания, я хочу подниматься в карьере, потом я хочу иметь семью, как ее обеспечивать. Я же должен сейчас пойти на какие-то курсы, уехать куда-то зарабатывать. Но внутри голос меня проговаривал и говорил, ищи прежде всего Царство Божьего. Все остальное приложится. Вот все то, что ты хочешь, мечтаешь, это хорошие мечты. Это хорошее желание в будущем жениться, чтобы у тебя была жена, чтобы у тебя была семья, чтобы у тебя были дети. Это в будущем классно, что ты хочешь иметь какую-то работу и зарабатывать и профессионально развиваться. Но я же внутри понимал, а что я тогда сегодня делаю для этого? А я понимаю, что я езжу служить Богу, езжу молодежи, езжу в это Ленинское село, и внутри
были такие смешанные чувства. С одной стороны, ты понимаешь, что ты делаешь Божье дело. С другой стороны, у тебя был страх и переживание о своем завтрашнем дне. Я просто тогда принял решение: Господь, я доверяю Тебе. И внутри у меня такой голос: чему ты доверяешь? Принимаю решение довериться Слову Божьему, Духу Божьему, голосу Божьему, который проговаривает. Я понимал, что если сейчас человек меня, мои родственники спросят об этих вещах, они просто будут смеяться и ржать надо мной и говорят: где гарантии, что все это случится? Я понимаю, что, может быть, по-человечески гарантий нет, но я принимаю решение в это верить. И я верю, что Бог то, что сейчас говорит, Он это исполнит. Это исполнилось. И я думаю, как классно, что в тот момент я принял решение. И не идти за благами каких-то вещей этого мира, но по-настоящему нацелиться на Божьи вещи, на Божьи цели. Нацелиться на том, чтобы пускать корни в Нем. Это было очень хорошее время. Потому что за короткое время прилетело такое предложение от моего двоюродного брата и говорит: Стас, приезжай в Россию. Мы тебе здесь найдем работу, найдем жену или еще что-то. И мне тоже было, казалось, что я здесь теряю, что я здесь нахожусь. Надо ехать в Россию, надо работать там будет у меня перспектива, это же страна большая. Я просто доверился и говорю: Господь, я просто надеюсь, уповаю на Тебя и доверяю Тебе, что Ты сегодня призываешь. Все 17 лет, как я в Боге, иду за Богом. Все 17 лет я живу здесь, потому что я приехал сюда. И я благодарен этой стране, потому что здесь по-настоящему я встретился с моим Богом. Понимаю, что этот Божий призыв сейчас, Он также говорит, чтобы я находился здесь, служил Ему, служил этому народу, служил церкви. Каждый раз, когда в каких-то вещах я не достигаю, скажем, финансовых, ты ставишь себя с каждым годом, стараешься, по крайней мере, либо столько же заработать, либо больше, или там какие-то вещи купить, или как я в прошлом году смотрю, я написал поездка в Турцию, ну и где твоя Турция? В Турцию не поехал, но раз 10, наверное, точно в Каракол съездил. И это радует меня, что да, может быть, знаете, ты там ставил цель обновить машину, ты ставил цель там купить квартиру, ты ставил цель там купить новый телефон, ты ставил цель куда-то поехать, отдохнуть, но ты этого не сделал. Все это, знаете, второстепенные вещи. Я понимаю, что все это в будущем обязательно произойдет, это будет. Может быть, не в этом году, но в следующем году я обязательно там поеду в Турцию, или пройдет какое-то время, я обязательно куплю машину. И я бы хотел, чтобы сегодня мы действительно не ставили какие-то цели, навязанные этим миром, того, что ищет мир, того, что очень горячо стремится получить этот мир, но мы действительно научились ставить Божьи цели, научились приходить к Нему в тайную комнату, молиться, просить, говорить: Господь, покажи, что Ты хочешь. То, что я хочу, мы и так все знаем. Но в этот момент искать Его волю, искать того, что хочет Бог от тебя в этом году. Может быть, Он хочет, чтобы ты сегодня никуда не ехал и просто акцентировался на Нем, как мне тогда Бог рассказал, проговорил в моем сердце. Может быть, Бог хочет, чтобы ты ставил какие-то вещи и пускал корни в Нем. Может быть, Бог ожидает от тебя, что ты начнешь просто служить Ему. Это такая честь, когда Бог тебя призывает. Я сразу вспомнил свое первое служение. Я помню, был ашером, и это просто стоишь рядом, и когда гости приходят, ты их ищешь свободные места и говоришь: проходите туда, садитесь здесь, вещи можете оставить здесь. Вот. Это было начало моего служения. То есть это значимые вещи для церкви, это значимые вещи сегодня для Бога, того, что делаем. Потому что мы это делаем не для людей, не ради людей, но это мы делаем для Господа. И Бог видит. И, может быть, люди не заметят, что ты делаешь. И сегодня, и, может быть, если бы не засвидетельствовал, вы бы не знали, что я когда-то ездил в Ленинское село, ездил на маршрутке. Маршрутки у нас не очень такие просторные. Ты в жаре едешь туда с пересадками, тратишь время. Но я знаю, что я тогда это делал для Бога. И Бог уже давно за это меня и благословил в этих вещах, и это я вижу. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 10
стих по 17. «По благодати, данной мне Богом, я как мудрый строитель заложил основание, а продолжает строительство кто-то другой. Но каждый должен смотреть внимательно, как он строит. Никто не может заложить другой фундамент, кроме того, который уже заложен. И этот фундамент Иисус Христос. На этом фундаменте человек может строить из золота, серебра, из драгоценных камней, из дерева, из сена или соломы. Но наступит день, когда выявится, кто как строил. В тот день все будет испытано огнем, и огонь покажет качество работы каждого. Если постройка устоит, то строивший получит свою награду. Если же сгорит, то он спасется, то он понесет убыток сам. Однако будет спасен, но спасен как бы из огня. Разве вы не знаете, что вы вместе храм Божий, и что в вас живет Дух Божий? Если кто-либо разрушит Божий храм, того разрушит Бог, потому что храм Божий свят, а храм — это вы. То есть здесь обратно то, что я говорил ранее, что Бог называет храмом или церковью не здание, а всех нас. И как раз говорит, если кто-либо разрушит храм. Как вы думаете, что может разрушить храм сегодня? Печально, если в церковь сегодня войдет грех, и он будет разрушать. И грех не разрушает стены, потолок или пол. Обычно это разрушает либо солончак, либо, скажем, коррозия, которая разрушает металл. Но именно тело, храм Божий, разрушает грех. И важно сегодня, если есть какой-то грех, оставить этот грех, разобраться с этим грехом и понимать, что он может в итоге разрушить тебя. Делая какие-то греховные вещи, поступая так, ты сам фактически собственными руками разрушаешь себя, позволяешь греху разрушать тебя или разрушать церковь. Хотелось бы, чтобы сегодня мы, как Церковь Божия, начали еще строительство. По данной нам благодати, как мудрый строитель заложил основание, а продолжает строительство кто-то другой. Что Бог сегодня, Иисус, Он положил определенное основание в нашей жизни. И это фундамент, и это сам Иисус Христос. Это Его учение, на котором мы сегодня стоим. И Он говорит, что кто-то продолжает. И мы все, Бог призывает сегодня, чтобы мы строили, созидали церковь. Или строили, созидали свой храм. Тут говорится, что каждый строитель строит из разных материалов. При Соломоне, что он не строил из камней дешевых, то есть он строил из драгоценных материалов. Сегодня также хотелось, чтобы мы строили Божью церковь, чтобы мы строили свой храм не какими-то дешевыми материалами, дешевой известью, но драгоценными камнями. Какими материалами мы сегодня строим свой храм и нашу церковь? Смирение. Это очень дорогой материал и Богу приятный. Это страх Божий. Это очень хороший материал. Задумайтесь, пожалуйста, есть ли в вашей жизни страх Божий, сколько его присутствует в вашей жизни. Смирение, сколько у вас сегодня есть, насколько вы стараетесь и смиряете себя. Жертвенность, жертва, даяние, то есть милосердие, любовь, сострадание. И хотелось бы, чтобы сегодня мы этими вещами начали строить свой храм. Когда я уверовал, я размышлял очень долго над этими вещами. Мой характер был чуть-чуть очень сильно отвратительный, скажем так. Я помню очень четко, в какой-то момент мой брат мне сказал, я его подвел, в каких-то вещах должен был сделать, не сделал, мне сказал, ты безответственный. И это, знаете, как клеймо упало на меня, и это ранило мое сердце. Но по факту разбирая, я же понял, оно так и есть. Кто-то, видимо, родился ответственным, а я, видимо, родился безответственным. Что мне теперь делать? И мне Бог показал, это те вещи, которые я способен с тобой изменить в твоей жизни. Пусть ты родился безответственным, но сегодня твоя ответственность, каким ты будешь. И я тогда я принял для себя решение, что я хочу двигаться в эти вещи. Я хочу стать человеком, который по-настоящему мне скажет, вот этот человек ответственный. На этого человека можно положиться. И я начал это делать. Поэтому вы, когда смотрите на меня и видите какие-то качества, это не от того, что я родился таким, и это было. Если бы вы знали до Христа, каким я был, я благодарен, что Бог показывает, и только с Богом меняется твой характер, меняется твоя жизнь, меняется твое мышление. Ты понимаешь, что, может быть, когда-то, да, я был безответственный, сегодня я благодарен Господу, что Он меня сделал человеком, который, можно сказать, что ответственный. Может быть, человеком был неверным, который при всякой трудности я мог бросить все, кинуть, оставить, но Бог учил меня в этих вещах, и я понимал, что мне нужно в этом возрасти и двигаться. Смотрел на Иисуса Христа, потому что Иисус показал характер Бога. Для меня Иисус — это мой кумир, которому я подражаю.
которому я поклоняюсь, которого я очень сильно люблю. Мне нравится, как Иисус говорил, как Иисус поступал. И я это все читаю, и над этим я все размышляю, над этим я разбираю, и я хочу именно иметь такой характер, именно Божий характер. Я стремлюсь к этим вещам. Я понимаю, что это ценно. Знаете, дары — это то, что дается вам. Это не надо зарабатывать. А характер — это то, что мы работаем, прорабатываем. И потом они происходят определенный плод. Поэтому я понимаю, что если я вижу определенный плод в своей жизни, в своем характере, за этим стоит большой, огромный труд. Огромное большое смирение. И печально, знаете, разных людей, которые были намного одарованы в разных вещах, финансово или в каких-то вещах. Печально было видеть, что они сегодня без Бога. Печально видеть, что они этими талантами, да, они там развлекают мир, зарабатывают кучу финансов. Но я для себя посвятил, Господь, я не хочу. Я хочу прожить свою жизнь, чтобы мои дары и таланты не работали. В Коринфянам написано, что дары, они даны для того, чтобы созидать тело Христово. А ты со своими дарами что ты делаешь? Просиживаешь, зарываешь свой талант? Или он работает только на этот мир? Но Бог призывает тебя к чему-то большему, что ты можешь своими дарами и талантами созидать тело Христово. Сегодня я мыслю не то, сколько я мог заработать и купить себе. Я размышляю то, сколько я мог заработать и посеять, и дать. И я хочу в этом двигаться и возрастать еще больше. Классно, что ты можешь круто зарабатывать, там, тратишь на себя. Это хорошо. Но Бог призывает к чему-то большему. Бог дает тебе эту способность, эти таланты, эти дары для того, чтобы ты не просто мог использовать на свою жизнь, но мог этими финансами влиять. Твои финансы работали на то, чтобы созидать тело Христово. Финансы твои работали на то, чтобы расширять Царство Божье. И Бог призывает тебя к этим вещам. Не только деньгами, вашими талантами. Когда я в себе не видел какие-то явные дары, явные таланты, и я понимал, Господь, а что я могу дать? Вот я бедный студент, приехал в Кыргызстан с одной сумкой, у меня нету кучи денег. А Богу-то и не надо. Богу главное, чтобы я посвятил свое сердце и положил свою жизнь. А Он всегда найдет применение. И Он говорит, у тебя же есть просто руки, ноги, голова. Начни просто в практических вещах помогать. Знаете, много ума не надо, чтобы расставить стулья. Он ожидает по-настоящему людей, которые будут верны. Людей, которые согласятся откликнуться на Божий призыв и положат свою жизнь на то, чтобы служить Ему. А в дальнейшем Он обязательно будет давать еще больше. И таланты, и способности, и дары изливать, чтобы вы еще больше были эффективными, чтобы ваше служение уже выходило за рамки расставлять только стулья. Бог хочет поднимать нам больше вещи. Но у Бога всегда идет принцип: будь в малом верным, а я поставлю тебя над большим. Аминь.